Тенденция или осознанный выбор, отказ от прививок набирает популярность в республике. Как донести до населения суть вакцинопрофилактики и возможных последствий отказа от нее? Каков процент так называемых отказников? Эту тему в своих докладах рассказали участники медицинской конференции. На сегодняшний день единственное средство защитить ребенка и взрослого от этих заболеваний – это только вакцина. Других методов нет. Поэтому мы ни в коем случае не навязываем вакцину и вакцинопрофилактику. Мы хотим донести до людей, что это такое и к чему это может привести в случае отказа. Прививать или не прививать? В советское время такой дилеммы даже не возникало. Сейчас перед родителями стоит выбор, и многие не делают прививки по той простой причине, что и после них дети часто болеют. Врачи поясняют, вакцинация не дает стопроцентную гарантию, что привитый ребенок не заболеет. Но даже если это случится, он перенесет болезнь легче, благодаря выработанному иммунитету. Нам это нужно для того, чтобы мы постарались вызвать заболевание у человека, у ребенка, у взрослого, не имеет значения, в малом объеме. Для чего это надо, да? То есть любая вакцина вызывает в определенном объеме заболевания. Справиться с недугом без каких-либо осложнений привитым намного проще. Об этом своим пациентам не устает напоминать Мака Аушева. Медсестра прививочного кабинета Карабулакской городской больницы. Каждый день принимает все новых маленьких пациентов. Ведь вакцинация – это своего рода щит против инфекции. Но больше всего ее радует понимание большинства мам необходимости прививок. Когда мамаша заходит на прививку, мы стараемся им и показать визуально, даже вот раздаем инструкции. Вот я делаю прививку, с этой коробки я вытаскиваю инструкции, отдаю маме. Вот они с удовольствием читают, да, раздаем брошюрки, объясняем, что может быть температура после прививки, чтобы они не боялись. В любом случае могут своему участковому врачу позвонить, им доходчиво объяснять. Много вопросов возникает и о хранении вакцин. Как отмечает Мака Аушева, у них в больнице лучшие условия и необходимое оборудование, которое позволяет поддержать нужную температуру для вакцин. Каждый пациент может убедиться в этом лично. У нас есть такие вакцины, если даже у нас одна коробка, вот допустим БЦЖ, для этого стоит большой один холодильник. Туда другую вакцину мы не ложим, показывая я им. Есть такая камера есть для большинства вакцин, чтобы есть повседневный холодильник. На каждой полке лежит по одной вакцине. Вакцина хранится от 2 до 8. Можете заглянуть, посмотреть. Вот они смотрят, на стекле стоит 4 градуса, до 8 никогда не поднимается. Показываю градусники с удовольствием. Сейчас мамаши в основном очень грамотные, любопытные. Первые прививки новорожденному делают еще в больнице от гепатита и против туберкулеза. Далее строго по календарю детей прививают от гепатита Б, от дифтерии, коклюша и столбняка, полиомиелита и других инфекций. Зина Загиева, мать 3 детей и бабушка 7 внуков. Каждого ребенка она прививала в соответствии с календарным планом. К этому призывает и других мам. Дети должны, девочки обязательно должны быть привитые. И если будет контакт с непривитым ребенком, который заразился этой краснухой, то беременная женщина, для нее это плачевный исход. Поэтому для наших мам я бы хотела посоветовать им, чтобы они для себя не слушали со стороны где-то что-то, а взяли бы эту информацию и полностью по полочкам разложили бы, чтобы уточнить, что это крайне необходимы, эти прививочки. Корь, краснуха, полиомиелит, коклюш, дифтерия. Всего существует 9 основных часто встречаемых инфекций, от которых просто необходимо прививаться, тем более, когда речь идет о здоровье ребенка. Врачам и родителям нужно грамотно подходить к вопросам вакцинопрофилактики. Жарадат Хулухоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.